Мы давно знакомы с тобой, Тада. Всегда весело. Так что, надеюсь, будем дружить. Для нее он просто лучший друг и мог ее понять, так как никто вокруг. Она не знала или не хотела знать, что он ее любил и продолжал страдать. Все началось очень случайно, время неслось. Школьные года, как всегда, как у всех, летели и дарили только радость или смех. Месяц за месяцем, год за годом, а вот и лето, выпускной, хорошая погода. Он шел среди выпускников на общем бале, увидел друзей, они подозвали. Эй, брат, познакомься, это Настя из школы 205. Очень приятно. Здрасте. Настя как раз собиралась уходить, у нее экзамен завтра, можешь проводить. Она жила недалеко, идти было легко. Рассталась с парнем, до сих пор не может без него. Они разговорились, он сказал, все еще будет. Время пройдет, она его забудет. Для нее он просто лучший друг и мог ее понять, так как никто вокруг. Она не знала или не хотела знать, что он ее любил и продолжал страдать. Она ему звонила, на встречи звала, всю жизнь рассказала, советов ждала. Его обнимала, за руку держала, думала, все в порядке, но не понимала, что ему казалось, будто бы он нравится ей. Он ее мечтал назвать девушкой своей. Время летело, но он не понимал, в чем дело. Словно она отношений не хотела, вечно уходила от этой темы и просила совета в решении своей проблемы. Он сомневался, на части разрывался, боялся, но все же наконец ей признался. В ответ услышал только тишину одну, во взгляде почему-то прочитал свою вину. Не понял за что и просто молча встал, вышел из кафе и навсегда из ее жизни пропал. Я повторяла, она, не знаю, как так случилось, как все изменилось. Ведь я любила его, но как друга, могла заигрывать с ним, но как подруга. Он слишком близко к сердцу все принимала, может, просто этих шуток не понимал. И почему-то, вспомнив его глаза, по щеке покатилась слеза.